Мешает реклама, жми крестик в верхнем правом углу. Добро пожаловать на Биткоин-бульвар. На этой спокойной голландской улочке, тянущейся вдоль канала, можно за виртуальную валюту купить все, что душе угодно. В путешествие в Гаагу вы можете оставить кошелек дома, поскольку именно здесь находится первый в Европе биткоин-бульвар. Кроме того, в центре города расположен уникальный кооператив The Barber Shop, где можно расплачиваться криптовалютой. Используйте свой биткоин-кошелек, чтобы купить кофе, сэндвич или заплатить за стрижку. И все это под одной крышей. А если биткоины в вашем кошельке вдруг закончатся, их всегда можно приобрести здесь. Купить биткоины вы можете в интернете или при помощи специального банкомата. Все, что вам нужно, это личный ключ, который является паролем к счету, и специальное мобильное приложение. Банки загнали нашу планету в такую яму, что, думаю, ниже падать уже некуда. И они не хотят помогать людям выбираться из этой ямы. Смысл биткоина в том, чтобы связывать людей и помогать им делать то, что они хотят, без помощи банков. Мишель один из первых применил биткоины в бизнесе. Он владелец пространства The Barber Shop, где можно оплатить стрижку криптовалютой. Нидерланды уже превратились в одного из мировых лидеров по использованию виртуальной валюты, но энтузиасты не собираются на этом останавливаться. Мы надеемся построить экономику, основанную на биткоинах. Сейчас у нас гибридная ситуация. Биткоины приходится менять на доллары или евро. Это не то, к чему мы стремимся. Мы хотим экономику полностью основанную на биткоинах. У них есть свои преимущества. Покупки с ними происходят быстрее и дешевле. Можно расплачиваться без посредничества банков и властей. И это хорошо. Однако у биткоинов есть свои недостатки. Самый очевидный – волатильность этой валюты. В конце прошлого года биткоин стоил больше $1000, а сегодня только 360. Иногда курс может сильно измениться всего за один день. Критики виртуальной валюты также указывают, что она идеально подходит для совершения сомнительных операций на черных рынках, связанных в том числе с оружием и наркотиками. Однако обычные деньги использовались для этих целей на протяжении десятков лет, из-за чего разорялись банки и целые страны. Ирина Галушко, РТ, Гаага.